Вблизи могучего Байкала лежишь привольно широка. ГСР, родина степная, моя бурятская земля. ГСР, родина степная, моя бурятская земля. Воспета в мудрых улигерах, в них славу вечность обрела. Снега и зелень вся одета, моя священная земля. Снега и зелень вся одета, моя священная земля. Нукутская земля богата традициями, историей, интересными людьми, природой. Это благодатная среда для творцов народного искусства. Она подарила миру великих сказителей и знатоков ГСР. Ярчайшими представителями сказителей были улигершины Бата Жатухаев, Альфор Васильев, Парамон Дмитриев, Папа Тушемилов, Пиохан Петров. Имя Александра Васильева, в народе его называли Альфор, было широко известно не только в Унге, но и во всей Западной Бурятии. Знаменитый певец Унги Альфор был популярным исполнителем улигеров, знатоком героического эпоса и их хранителем. Особенной любовью певца-сказителя пользовались улигеры ГСР, Аламжи Мыргын, Харасгэ Мыргын, историческая песня Шона Батыр. Бажей Жатухаев родился в Улусе Хайтак Тангутского булсовета Нукутского аймака. Его предки из рода Хулменга были известными сказителями Унгинской долины. Как вспоминает писатель Африкан Бальбуров, появление улигершина в нашем доме было желанным и воспринималось как праздник. Восседая на кожаных старых-престарых подушках, Баже Ахэ начинал своим высоким красивым голосом петь Абай ГСР. Удивительная память этого человека сохранила 24 тысячи стихотворных строк знаменитого улигера. Парамон Дмитриев – один из самых замечательных сказителей XX века. Он живет в благодарной памяти народа, как живут и его бессмертные творения. Мой отец с детства слышал очень много рассказов о сказителе Парамоне Дмитриеве, своих родителей, дедушек и бабушек. Со слов папы я знаю, что Парамон Дмитриев родился и вырос в Улусе Барутангой. Начал рассказывать он свои улигеры очень рано, с самого детства. Когда он рассказывал улигер, он сильно волновался, переживал, когда героям его было плохо. Он верил, что в улигерах герои были в действительности, и что после своей смерти эти герои становились звездами или божествами на небе. Улигершин Папа Тушемилов родился в Улусе Мехитуй Нукутского района, принадлежал Алзоеву роду. Он знал свою родословную до 21 колена. Кроме сказительного мастерства, Папа Тушемилов хорошо владел искусством народной медицины. Был известным костоправом, как его отец и дед. Это искусство Улигершин еще перенял в юные годы и стал признанным
знатоком народной хирургии. Он знал все 9 ветвей сказания о Гессерии и исполнял его только пением и речитативом, сопровождая их игрой на хуре. Именно от него и его земляков в 1890 году Матвей Николаевич Хангалов записал Абай Гессер Богдахан, который стал первой полной публикацией унгинской версии Гессериады. В прежнее время Абай Гессер Богдахан действительно жил на земле. В подтверждение этого указывают на следы его земной жизни. Когда Абай Гессер Богдахан воевал с Лапсагоем и стрелял в него стрелами, одна стрела Абай Гессера попала в гору Йохан-Турон и рассекла ее. Это место буряты обыкновенно называют Турони-Аман, проход Турона. Когда Абай Гессер Богдахан поднял стрелу с земли и стряхнул с нее землю, то земля, упавшая из косточки стрелы, образовала гору Аксагор. Улигершин Пёхан Петров родился в Улусе-Хадахан. Предки Пёхана Петрова происходили из рода Хангин. Секрет притягательной силы творчества Пёхана Петрова заключается в том, что этот выдающийся сказитель сохранил в своей уникальной памяти 12 536 стихотворных строк народного эпоса Абай Гессер. С малых лет Пёхан Петров очень высоко стал ценить слово, образное слово, точное слово. Поэтому его сказки, его улегеры стали известными и изданы на бурятском и русском языках. И его Абай Гессер, считаю, является одним из тех улегеров, которые станут одним из лучших. Ну и вот сдавали кто что может. Ну, теплые перчатки, всяко разные. А дед наш тайком от матери, от моей, унес свою единственную шубу, наказав, чтобы они передали лично в руки моему сыну Саньке, чтобы он не мерз, был все время тепле, и обязательно, чтобы он разрубил голову этому Мангатхаю, Лапсагалдою Мангатхаю. Он Гитлера представлял как Мангатхай Лапсагалдой. Полный поэтический перевод Гессера на русском языке Владимира Солоухина вышел в 1986 году в городе Улан-Удэ и спустя 2 года в городе Москве. В селе Хадахан, родине Пёхана Петрова, в связи со 125-летием со дня его рождения состоялось в августе 1991 года народный праздник, положивший начало бурятской Гессериаде, посвященной тысячелетию эпоса Гессер. Там же было освящено и поднято знамя Гессера, ставшее символом возрождения вековых традиций и обычаев, символом духовного единения народов. Эндер бол хангийн гихэ дайддэмнэ Абай Гессерээ уламты энэ төлхөмнэгэж алхашгүй ариун гიშгшгүй гэгэнгэж зэн Абай Гессер Богдоханда Баатарта галын төлж ийж хэн хайхан зугаа гэж нэрэг нэрлүүлж солын солгуулж хуйтэйгээд хуйты үеийн амтан залуушуу хот энэ Абай Гессер Богдоё нэрийг нэрлэж солон солуулж мартуулан бай явах гэж өвгөд энд хаан янаас уулж олон өтгөн амтан одержж байна. Залуутая өтөлөтё тэд
залугыден койшо олым булгожу золтой хобита булгожу япкан кеже эни әлі бүгіт абайгысыр же олымтын ежі олымтыдың мөргіжі сағаға туғажы бәлім де. Тут происходит обряд освящения знамени ГСР. Это по старинному обычаю бурятского народа. Так делали наши предки, так должны поступить и мы. Фольклорные фестивали ГСРиады под девизом «Эпос ГСР. Сокровища народов Центральной Азии» проводились в течение 5 лет с 1991 по 1995 годы. Фестивальные торжества состоялись в 33 памятных и легендарных местах по оба берега Байкала, а также в родных селениях у легершинов. И повсюду поднималось знамя ГСРа, как эстафета, символ юбилейного празднества тысячелетия Улигера об Абае ГСРе. Заключительный этап ГСРиады состоялся 30 июня в 1995 году в Республике Бурятия. Передача знамени ГСРа на вечное хранение в городе Улан-Удэ. За организацию яркого фольклорного праздника Абай ГСР и 33 инкубатора в селе Хадахан Нукутского района, родине сказителя Улигершина Феофана Петрова, за организацию мероприятий освящения знамени ГСРа в рамках международного фестиваля «Эпос ГСР. Сокровища народов Центральной Азии» благодарственным письмом был награжден Балдахонов Павел Михайлович. Леха Петрова, Улигершина, походила в Хадахане, что мы решили сделать большим праздником, народный праздник. И я выехал в город Гвардии. Сначала обратился в землячество, меня потом направили к председателю Союза писателей Бурятии Борису Сагомовичу Кугару. Я к нему обратился, он очень обрадовался, сказал, что они уже тоже собираются в тысячелетие ГСРиады. И в связи с этим сразу же подключились доктора наук, ВАРов. И мы совместно решили организовать начало ГСРиады в селе Хадахан. Были выпущены через Союз писателей, через Бугарова буклеты, приглашения, как они изготовили знамя ГСРа. Все это они повезли на Хадахан. Тысячелетие ГСРа, эпоса для бурятского народа — это устные эпические произведения, которые из уста в уста передавались в устном виде. И хорошо, что в свое время наши ученые записали это ГСР. В течение года знамя находилось у нас. И в будущем году, в 1992 году, мы это знамя передали на площади Советов в городе Улан-Удэ. И оттуда по знамя ГСР начал путь по всей Бурятии. Я думаю, что вот это ГСРиада, это 45-летие Лехи Петрова, она подтолкнула многих. Действительно, у нас очень богатые корни, и надо их хранить. Сохранение и развитие бурятских народных традиций, повышение интереса к национальной культуре характерно для нашей Нукутской средней школы.
Сегодня исполнилось 40 лет со дня образования Нукутского района. Эта знаменательная дата является очередной вехой в истории древней Унгинской земли. За это время выросло новое поколение замечательных людей. Продолжая славные традиции наших именитых земляков-улигершинов, все мы хотим сделать очень многое для того, чтобы наш район стал процветающим. Именно сейчас район находится в начале большого пути возрождения экономики, спорта, лучших традиций в культуре, образовании, медицине. Слава земле, подарившей сказителей! Слава народу, что смог сохранить в памяти думы своих выразителей, что помогло старину нам постичь. Богата щедрыми дарами, города ты знатными сынами, мечтой крылатою сильна моя любимая земля.